В Республике Саха очень много красивых комплексов, где проводят ИСЭХ. Один из них самый большой по масштабу, по размерам и по постройкам – это комплекс Үс-Хатын. В Үс-Хатыне ИСЭХи проводятся с 1998 года. Там есть ряд построек, о котором у людей иногда возникают вопросы, для чего они предназначены, почему, как на ИСЭХе они какую функцию они имеют. Например, когда мы входим в Үс-Хатын, в комплекс, женщины проходят налево, а мужчины направо. Там стоят люди и проводят обряд очищения, арчи называется. То есть человек, входящий в комплекс, должен очиститься через дымы, которые там при входе делают. Почему проходит разделение по гендерному признаку, то есть мужчины направо, а женщины налево? Это гендерное разделение есть у всех тюркских народов. Оно есть у традиционных якутов, есть, например, в занятиях. Чем занимаются женщины, то мужчины не занимались. Это в древности было. Ну и, конечно, в жилище, например, да, и при обрядах алгыс обязательно у алгысчита девочки стоят налево числом 8, и мальчики стоят по правую сторону числом 9. Считается, что женский пол имеет нечистые периоды. Например, когда якуты уходили на ловлю рыбы в озере Мунха, это загонный способ ловли рыбы, карася, то женщина не должна была, например, переступать через сеть, через Мунха. Таким образом, она могла осквернить эту Мунха, и люди не смогли бы наловить рыбы, да, получается. Когда от основного входа напротив стоит большое дерево Ал-Лукмас, или по-другому называют его арку Дукмас. Это символ мирового дерева, которое объединяет все три мира. Верхний мир, растет оно в нижнем мире, упирается кронами в верхний мир, и корни ее в нижнем мире. Мировое дерево есть у всех тюркских народов. Например, у алтайцев оно называется терек. Внизу под Ал-Лукмас есть помещение, где можно найти информацию про божества Аи. Человек здесь может им обратиться, поблагодарить, может что-нибудь попросить, прикоснуться и подумать что-нибудь такое приятное или благопожелать для своих родственников, для себя, для близких, чтобы все жили в достатке, благополучии. Если пойти налево от дерева, мы приходим к большому медному серге, Алтан-серге. Алтан-серге упоминается в Олонхо, где говорится, что богатырь, приехав из дальнего похода, привязывает к ней свою боевую лошадь. Алтан-серге якуты не делали. Нет такого в реальной жизни, чтобы якуты делали Алтан-серге, оно есть только в Олонхо. Серге делают только из дерева.
Вот. Но тут этот Алтан Сергей символизирует достаток, и через Сергея божества Аи, верховное божество Үрүңайы Тойон, спускает в землю жизненную энергию Сүр. Через Сергея она распространяется по серединному миру, то есть на земле, где живут люди. Поэтому люди во время сыха к ней прикасаются, вот, по кругу идут, по кругу солнца. Оно дает им энергию. Сейчас во время Алгыса люди обычно преподносят божества Майи оладьи. Преподношение оладий божествам Аи – это явление позднее. Ранее якуты оладьи не преподносили. Это были молочные продукты, кумыс, быпах, конский волос в масле. Но оладьи – это явление позднее. Оладьи символизируют светило, которым мы якуты так поклоняемся. Да? Светило ассоциируется у нас божеством Үрүңайы Тойон. Считается, что солнце – это око божества Үрүңайы Тойон. А так традиционно это молочные продукты. Молочным продуктом угощают божества Аи и конским волосом в масле. Но количество оладий, преподносимых оладий, не обязательно должно быть каким-то четным или нечетным. Оно не должно быть просто то, что я знаю, скажу, что оладьи Алгыс, они делаются без соли, только с сахаром. И не кладятся в ряд. Можно класть в круг, да? Можно их размельчить, чтобы Божьи птички, да? Птички и могли угоститься. Заканчивая тему сыха, хочу рассказать вам о одном интересном обряде встречи Солнца. Для встречи Солнца есть специальное место, комплекс Ус-Хатын, ну и в других местах, в улусах республики. Там есть специальная арка с круглым отверстием, где во время обряда Солнца, встречи Солнца, там зенит Солнца входит в этот круг. Это во время кульминации этого обряда. Обряд проводит Алгысчит. Люди обязательно должны серьезно отнестись к этому действию. Должны повторять ключевые слова Алгысчита, делать определенные движения. Есть ряд определенных движений, по которым человек вбирает энергию во время обряда. Также во время обряда не очень хорошо отвлекаться, что-то делать предусудительное, например, курить и так далее, быть в нетрезвом состоянии. Чем больше людей вовлекается в обряд, тем Алгыс становится сильнее, да? Обряд становится сильнее, и это нам надо понять. А самое главное, обряд Алгыс, это благопожелание, это хорошо делается самому человеку, участнику обряда. Обряд встречи Солнца является завершающим обрядом на Сыхе. В этом году, к сожалению, из-за карантина Сыхи не проводится, но мы надеемся, что все благополучно пройдет, и в следующем году будут большие Сыхи, где мы тоже будем праздновать, встречать, участвовать в обрядах. И
встречи Солнца, и Волгысы, и так далее. Так что вот всем желаю терпения, здоровья и всем хороших выходных.